Всем ассаламу алейкум, меня зовут Толкун Тагаев, я гражданин Кыргызской республики, проживаю в городе Кызылкия, Баткенской области. Только что посмотрел видео о конфликте между гражданами Кыргызстана и Узбекистана. Что хочу сказать этим? Это чисто мысли вслух, я не хочу никого осуждать, это чисто мое мнение. Все время начинает конфликт не пограничные службы между собой, да, а местные жители, начиная все время конфликт. Я не хочу осуждать местных жителей, они молодцы. Все время из-за конфликта они собираются массово и защищают нашу землю, да. Они защищают свой дом, своих родных, свою землю, получается. Но прежде чем его защищать, неужели нельзя урегулировать, да, ситуацию, когда она только начинается, конфликт? Ведь конфликт не начинается массово, сразу же. Сотни людей с этой стороны, сотни людей с другой стороны. Все время ведь начинается конфликт. Пару человек с этой стороны, пару человек с той стороны. Что-то не поделили между собой. Чьи-то действия не понравились другой стороне, да? Неужели это нельзя просто объяснить, подойти и сказать: ты, гражданин Узбекистана, ты нарушил вот такие правила, пограничные правила. Просьба, не нарушай, пожалуйста. Из-за этого может возникнуть какой-то конфликт массовый. Давайте не будем так. Или также, что предупредили узбекская сторона или таджикская сторона гражданам нашей страны, чтобы объяснили просто по-человечески, чтобы они не нарушали. Ведь она же так и начинается, пару человек с другой стороны, пару человек с другой стороны, что-то не поделили, и из-за этого начинается конфликт. Эта сторона бежит к своим, эта сторона бежит к своим и собирает людей. Пошли, вот так. Из-за этого начинается массовый конфликт. Масса людей собирается с обеих сторон и закидывает друг друга камнями, поджигают дома, потом уже приезжают пограничные службы, военнослужащие. Потом им приходится стрелять друг в друга. Из-за этого кто-то сильно пострадал. Вот вчера, буквально вчера уже какой-то служащий пострадал, военнослужащий. До этого умер человек, у которого осталась семья, дети. Также с другой стороны, и они тоже умирают, они тоже получают какой-либо ущерб. Неужели нельзя остановить этот конфликт в самом начале? Уважаемые жители этих местностей, пожалуйста, не поддавайтесь провокации, будьте разумней, не начинайте конфликт просто так. Даже это не просто так. Постарайтесь решить разумно в самом начале. А когда уже сотни людей собрались с обеих сторон, и когда закидывают друг друга камнями, никто тебя не слышит. Ты уже не контролируешь ситуацию. А вначале же можно же проконтролировать ситуацию. Сказать: эй, нельзя так, давайте вот так решить мирно и разойтись. Объяснить друг другу, кто прав, кто виноват. Объяснить грамотно, хорошо преподнести, чтобы эта сторона... другая сторона, чтобы поняла, что да, оказывается, действительно мы виноваты, попросили прощения, друг друга сказали салам алейкум и просто мирно разошлись. Нет, надо друг другу унизить, что-то плохое сказать, обратно вернуться в деревню и собрать людей. Вот узбеки сказали вот так, таджики сказали вот так, пошли и собираться массово. Также противоположная сторона, жители Узбекистана, жители Таджикистана, пожалуйста, не провоцируйте кыргызский народ. Кыргызский народ, пожалуйста, не провоцируйте людей из других стран, да, Таджикистана и Узбекистана имеется в виду. Не провоцируйте друг друга, пожалуйста, решите все время. В самом начале решите мирно, не надо провоцировать друг друга и делать массовые беспорядки. Кому это нужно? Кыргызстану, как я гражданин Кыргызстана, я это понимаю, нам это не нужно. Я думаю, надеюсь, у вас тоже такая же ситуация, вам не нужно такой конфликт. Ведь может пострадать
сами вы, в первую очередь, ваши родные, близкие, которые там находятся, ваши дома, ваши земли, ваши дома, ваши земли, да, ваш урожай, дом, машина, может ведь это пострадать. Также и с нашей стороны, пожалуйста, не поддавайтесь провокации. Пожалуйста, решите мирно. Когда жители между собой происходит такой массовый конфликт, вынужденно уже, как вам сказать, вынужденно уже вступают в силу военнослужащие, да? У них есть, естественно, есть оружие с обеих сторон. Они начинают уже в друг друга стрелять. Когда уже стреляет, кто-то умирает, кого-то тяжело ранен, да? Ведь они тоже же люди, они тоже не хотят этого. Все хотят спокойно прожить, чтобы у них была тишина, спокойствие в семье, в государстве, в своей земле, везде. Все хотят тишину, никто не хочет войны. Пожалуйста, граждане Узбекистана, граждане Таджикистана, граждане Кыргызстана, которые проживают в пограничных местностях, пожалуйста, не провоцируйте друг друга. Кому нужен этот конфликт? Я надеюсь, правительство вмешается и остановит все это кровопролитие, да, можно сказать. Пожалуйста, не поддавайтесь провокации. Все, всем ассаламу алейкум. Надеюсь, я буду услышан и поймете меня правильно и не будете осуждать, так как я никого не осуждаю. Ни нашу сторону, ни наш народ, ни ваш народ, ни наше государство, ни ваше государство. Я никого не осуждаю, я не имею права осуждать. Это чисто мысли вслух. Мне больно каждый раз видеть такие видео. Все, всем ассаламу алейкум. Я надеюсь, что будет все тихо и разрулится эта ситуация.